Мы ехали в машине, я и Жена, по улице Трубачеева. Какая-то пробка была. Трубачеев, улица. Я еще раз увидел улицу Трубачеева. И как-то у меня в памяти всплыл Бельчирская сага. Статья была она в АРД. Трубачеев, Сахиянова. И вот как-то ехали в машине, я и говорю, Женя, какая-то интересная тема, Сахиянова, Бельчирская сага, Трубачеев, вообще революционеры. И уже после этого решили поехать уже туда, в сторону Бельчира, экспедицию, погрузиться в ту атмосферу, в ту жизнь тех настоящих сегодняшних бельчирцев, кто что помнит. Вот так и началось. Песни под водой уже перед самым выездом вдруг мне это дело вдруг как-то увиделось. Я уже выезжал, моя теща, она сама оттуда, иркутская. И я уезжая, я говорю, брызните в дорогу. Вот мы уезжаем в Иркутскую область, туда, в Бельчир, брызните молоком. Я потом спросил, а где село? Какое село, где ваши родители жили? Может быть, я заеду, может быть, кому-то привет передам. Она говорит, это село Дахан, ее нету, она под водой. Я вспомнил группу «Пилигримы» из Иркутска, была такая в свое время, может, они сейчас есть, но они у нас выступали брудерами в 90-х годах, песни под водой, у них была такая программа. Как-то все так. И с таким предчувствием я туда поехал, и, в принципе, вот это предчувствие не обмануло. Я бы хотела сказать, Первый куплет, да. Второй куплет, припев идет. Ага. В какой-то момент я подумал, что нужна современная режиссура, нужно очень современный взгляд на это. Пригласил Сайжину уже для воплощения. От замысла до воплощения, конечно, большой путь есть. Но именно на конечном этапе, когда нужно все, что собрано, все, что обдумано, весь материал как-то превратить в какую-то театральное действие. Она не должна быть еще тяжелая, и она должна быть именно театральная, легкая. Современный подход, да. И я пригласил Сайжину. Театр не стоит на месте. У нас далеко убежал наш театр российский, русский.
можно влюбиться. Я на самом деле сам восточный бурят. Но я полюбил эту землю, людей, песни, обычаи. Все мне нравится. Мне кажется, это и это нужно передать, и это будет каким-то особенной изюминкой в этой постановке. Все? Очень открытые люди. Я хочу сказать, что, может быть, самое главное это доброта, какая-то честность, какое-то чувство долга, вот какие-то они такие. Может быть, я видел только почему-то, встречал, может, только таких людей, но они на самом деле все такие были. Ne kuracını boyu. Tarafı da yapıyor. Maşını da sabırtı. O at kodu. Задыхаться было, бля, пара не бойма. Ой, как это хуреп. Это просто достойно, это какие-то мужественные люди. Мы практически были во всех деревнях, которые окружают как бы вот это братское водохранилище именно с бурятской стороны. Это вот если брать с запада, получается Усть-Алтан, Эрхиде, Бельчир, Кутанка, Абуса, Новоленина. То есть вот так мы вокруг этой воды так и ездили. Самое главное, это рассказы, это судьбы этих людей. Как они об этом рассказывали, как они шутили над собой, над своими годами. Одна бабушка говорила, вот мне, это в Кутанке, вот мне 80 лет, ой, что-то я путаю, ой, мне же 90 лет, ой, мне же 90 лет, да, мне 90 лет, 1 июля будет 90 лет. Ой, тяжело вообще быть старой, и я хочу вам сказать, не надо так долго жить. Вот. И вот эти судьбы, и они, эти люди, бабушки, дедушки, вот они настоящие, вот они от земли, они ничего их не испортило. Вот это самое главное, мне кажется, вот в этих рассказах, вот, да. И самое главное, что в этих вроде бы вот таких скупых, вот каких-то очень простых рассказах ты видишь не только и судьбу, там как бы одного человека, как бы в одном рассказе аккумулируется как бы целый народ, страна, потому что он рассказывает и про войну, и как Дацана разобрали, его отец разобрал Дацан, построил школу, но потом у него умерли 4 детей. И он понял, что это из-за того, что он разобрал Дацан. Он потом погиб на фронте, а жена его поняла, что надо замолить, нужно исправить что-то. И она пошла к этому молодому ламе и сказала, я хочу родить. У меня 4 ребенка было, они все умерли. И они куда-то уходили в советское время, далеко куда-то молились, скрытно, тайно молились для того, чтобы все-таки дети закрепились, не умерли. И все, и родился сын, и вот
и пошел род. Иносказательно, да, иносказательно эта тема присутствует, что прощание, что не только бельчирские буряты или же даханские прощались со своей землей, потому что сказали, уходите с этой земли, будем топить, да. А это общая драма, что ли, драма, человеческая драма, что вы должны эту землю оставить и уйти. И это не только бурятов касается. Я думаю, что в нашей истории много таких было случаев.